Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовский блок новостей» или «Эхо Мордовии». И вот летние новости из жизни Мордовии будет комментировать Василий Дмитриевич Гусляников, первый президент Мордовии, правозащитник, основатель, председатель Мордовского республиканского правозащитного центра. Девиз нашей программы Петр Николаевич Тултаев придумал: «Пока мы будем безучастными, мало что изменится». Василий Дмитриевич, недавно исполнилось 80 лет председателю Совета ветеранов Республики Мордовия Тарасову Валентину Николаевичу. И вот я знаю, что он работал в вашем правительстве, да? Да, ну, надо такому случиться, что в этом году я недавно отпраздновал свое 70-летие, и 11 августа этого года 80 лет отмечал замечательный человек Валентин Николаевич Тарасов. Я с ним познакомился тогда, когда стал уже президентом, и до этого не знал. И когда формировал свою команду, то многие мои соратники давали рекомендации, кого можно использовать из старой партноменклатуры. И вот тут я не промахнулся. Валентин Николаевич Тарасов самый честный из всей партноменклатуры, которая работала в то время. И поэтому, хотя он до этого занимал большие посты и первого секретаря Ленинского райкома КПСС, и работал в обкоме, то есть серьезные должности в партийном аппарате, но он с успехом и честно отработал на должности председателя Госкомитета по имуществу в нашей республике. И я очень рад, что человек сейчас такой возглавляет Совет ветеранов Республики Мордовии, и что он жив и здоров, и 100 лет ему еще жить. Хорошую статью в «Известиях Мордовии» написал ветеран труда Мальцев, это бывший заместитель министра экономики. Хорошая статья, и все тут для меня познавательно, и для людей познавательно, потому что, имея высшее образование железнодорожное, кончил МИИТ, серьезные должности занимал в железной дороге, а потом пошел на повышение, показав, что человек умеет работать. И это правильный подход. Но в одном я мог бы не согласиться, поскольку автор Мальцев указывает, что касается Анатолия Ивановича Березина, первого секретаря, причем написано в таком стиле. В ходе горбачевских реформ партийные органы с каждым годом теряли свою роль в обществе и все больше становились объектом для критики и недовольства. В адрес первого секретаря обкома партии было много негативных высказываний. На очередных выборах в Верховный Совет Мордовской ССР Березин, хотя и был избран депутатом, но против него проголосовали 23 тысячи избирателей. Березин принял решение уйти с поста первого секретаря обкома партии. Вот это совершенно не соответствует действительности, поскольку не Березин принимал решение уйти с должности первого секретаря, а он вынужден был уйти, потому что он стал беспартийным в результате того, что в июле 90-го года он был исключен Центральной контрольной комиссии из рядов КПСС. Об этом надо говорить, не надо скрывать, надо быть честным до конца. А исключен он был за злоупотребление на своем посту. И здесь мне хотелось бы развить дальше эту мысль, историкам дать задание и поручение покопаться в истории современной Мордовии, когда такие активные и видные люди, как второй секретарь горкома Саранского горкома КПСС Сергеенков и Мартынов, который, по-моему, возглавлял городскую исполнительную власть в Саранске, и активно критиковали Березина, были в то же время отлучены от своих должностей и при этом использовали разные такие нехорошие приемы. Вот историки должны это раскопать и опубликовать. Поэтому вот еще раз говорю о том, что не Березин принимал решение уйти с должности первого секретаря, а его просто исключили из КПСС. А теперь мы можем дальше перейти к злободневным новостям. Да, но перед этим скажу, несмотря на то, что его исключили, в 90-х он часто появлялся на митингах КПРФ. Или, может быть, заново вступил в партию уже новую. Не было таких, совершенно не было.
коммунистическая Но на фотографиях он партия... присутствует на митингах. Я думаю, что та КПРФ, которая создавалась уже после того, как распался СССР, она совершенно не вписывалась вот в КПСС, и поэтому никто там не принимал практически участие. Ну, может быть, я не участвовал сам, потому что все обычно начальники КПСС, они как-то остались в стороне, потому что им не важно было, КПСС, не КПСС, им главное было рулить. А когда руль выскользнул из рук, то дальше им там ходить по митингам было нецелесообразно. Наша программа сегодня будет посвящена факторам, влияющим на раковые заболевания в Мордовии. Вот Международное агентство по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения опубликовало данные, что в 2018 году Россия на втором месте после Китая по уровню смертности от раковых заболеваний на 100 тысяч населения. На втором месте. А в России на втором месте Мордовия. 17 июня Министерство здравоохранения опубликовало данные о распространенности злокачественных новообразований. За прошлый год от рака в Мордовии умерло 1380 человек. За 5 месяцев этого года 600 человек. Василий Ильич, как вам кажется, вот какие главные факторы? А потом мы уже поподробнее разберем. Ну, обидно, конечно, что в последние годы с каждым годом все меньше внимания уделяется здравоохранению, хотя пытается правительство рапортовать о том, что денег выделяется все больше, а их денег совершенно не видно. И я полагаю, что в этом плане надо перековать мечи на орала, то есть, грубо говоря, уменьшать военный бюджет и больше заниматься здравоохранением. Потому что это никуда не годится. Мы еще ведь помним песни, которые пели «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Но если мы на втором месте сзади по раковым заболеваниям, это совершенно никуда не годится. Ну и вообще несколько слов о медицине. Я ее испытываю на себе, поскольку в последнее время стало сердце барахлить, и мне прописали лекарства, которые я как участник ликвидации Чернобыльской аварии должен получать бесплатно. К сожалению, с каждым месяцем все хуже и хуже. Приходишь выписывать лекарства, этого нет. А с другой стороны, закон-то есть, его надо исполнять. Поэтому тут властям работать и работать. Ну хорошо, что в последнее время этому уделяют внимание. Сейчас достраивается рядом корпус на юго-западе, новый корпус лечебницы раковых заболеваний. Я думаю, может быть, тогда хотя бы что-то сдвинется в положительную сторону, потому что сейчас туда, в эту поликлинику, зайти просто страшно. Там народу всегда столько, что ни в одной поликлинике нет. Еще, что влияет на такую высокую распространенность рака в Мордовии именно? Ну, мне трудно сказать, может быть, даже тут и положительный момент, может быть, от того, что в Мордовии хорошо его распознают, поэтому много заболевших. Но неужели у нас лучше, чем в других регионах Не знаю, поэтому здесь я не могу сказать, здесь надо спросить специалистов. Ну, а с другой стороны, экологические вопросы в Мордовии, я думаю, не хуже, чем в других. Потому что взять, например, Средний и Южный Урал, там, где и загазованность большая, а у нас, в общем-то, слава богу, биохимик сделали очистные сооружения, теперь в городе не воняет пенициллином и его отходами. Поэтому, я думаю, экологические проблемы в Мордовии в какой-то степени решаются. Что касается вот онкологических заболеваний, ну здесь надо поработать именно медикам, посмотреть, что можно улучшить, потому что в любом случае, я думаю, хорошо тогда, когда регион находится хотя бы на 40-м месте, то есть в середке, а не на втором месте сзади. Василий Ильич, ну вы вот, получается, ради политики убили в себе ученого, прикладного ученого, но все-таки вот с точки зрения науки это же интересно, что мы на втором месте в России, а Россия на втором. Действительно, надо разобраться в этом, а общество не понимает.
из-за чего это действительно, и даже вот вы не понимаете. Ну, я бы мог бы разобраться. К сожалению, у меня сейчас нет статуса депутата Верховного Совета. Когда я был, я писал на специальном бланке такие письма, по которым исполнительная власть обязана была дать четкий ответ. Тогда бы можно обратиться депутатам сейчас к исполнительной власти, и она должна дать не просто там какой-то отчет общими словами, а конкретно. Почему, например, заболевание у нас на высоком уровне, почему лекарство не выделяется. Ну, в газетах в прошлом году прописали как-то. Лекарство есть, лекарство будет, вот вовремя торги не провели. А мне, как потребителю, без разницы. Провели вы там торги, не провели. Главное, дайте мне лекарство. Вот и все. К лекарству еще вернемся. Итак, поехали факторы, которые, на мой взгляд, могут влиять, и вы будете это комментировать, опровергать или дополнять. Вот 19 июля столица ЦС обратил внимание на статистику прокуратуры Мордовии, которая выявила около 5000 правонарушений сотрудников МВД, которые искажают сведения о преступлении и лице. И некоторые эксперты считают, что не только в правоохранительной системе, но и в медицинской статистике есть большая фальсификация. И вот какие эксперты выделяют. Около 10% ежегодно умирающих от злокачественных новообразований не состоят на учете. Растет смертность от неустановленных причин. В России около 8% пишут на неустановленные причины, а в ЕС меньше 1%. Это говорит о том, что раковые заболевания сваливают на неустановленные, чтобы улучшить статистику. Дальше. Завышается выявление рака на ранних стадиях. Человек, нужно писать 3-я стадия, а для красоты статистики ему пишут, что якобы на 1-й стадии ему заметили. Не учитываются умершие в ноябре-декабре. В Европе отчетность собирается года через 2-3, тщательно перепроверяются, а у нас формальный подход. И к концу января нужно уже дать данные за весь прошедший год. И поэтому умершие в ноябре и в декабре никогда не учитываются в статистике, они идут на следующий год и так далее. То есть дальше. Галина Вениаминовна Петрова, научный сотрудник Российского центра информационных технологий, эпидемиологических исследований, онкологии, института имени Герцена. Вот она сообщила, что смертность от старости в России в 2 раза выше, чем в Европе. Приписывают. Несмотря на то, что у нас продолжительность жизни ниже, но чтобы не приписывать на рак, людей смертность списывают на старость, чтобы улучшить статистику. В 22 регионах вообще нет информации, поэтому статистика в воздухе висит. А руководитель научной лаборатории Национального медицинского исследовательского института онкологии Вахтанг Михайлович Мирабишвили сообщил, что у нас количество выживших онкопациентов, треть из 3,5 миллионов, это мертвые души, потому что нет данных к персонализированным данным согласно закону 2011 года. Поэтому расчетные показатели выживаемости и контингенты больных, они ложные, сфальсифицированные, и поэтому нельзя на них основывать организационные решения. Дальше он говорит, ранние стадии выявляются не у половины, как во всей статистике. В Мордовии говорят 50% на первых 2 стадиях, а он говорит, что фактически только 30-35%. Он говорит, нужно переходить на международные стандарты. И последнее, что скажу, что до 90-х годов у нас смертность от новообразований в Советском Союзе росла, а после 90-х годов сразу стало падать по статистике. Почему? Потому что частная медицина, импорт западных лекарств и медицинской техники. И очень хорошо особенно видно статистика, когда в Израиле в начале 90-х миллион евреев из Советского Союза приехал туда, и сразу у них за 2 года смертность скакнула на 10%. Это говорит о том, какой уровень здравоохранения был в Советском Союзе. Итак, о фальсификации статистики. Согласен с тем, что вы сказали. Ну, что остается нам тогда? Нам взять и оккупировать Израиль, чтобы эти врачи лечили нас, да? Ну, это, конечно, все смешно. А с другой стороны, статистика – это дело второе. Мне, например, там и любому не так важно, от чего помрешь. Главное, чтобы подольше пожить. А для этого как раз надо заниматься лечением. То, что не хватает денег на лекарства, я знаю. У меня 2 года назад умер товарищ, с которым мы в школе вместе учились. Вот он несколько лет болел онкологическим заболеванием, и, к сожалению, проблема получения лекарств, она была.
Поэтому эту проблему надо решать. Еще раз подчеркиваю, надо перековать мечи на орала. То есть уменьшать военный бюджет, нечего нам лазить там, учить других, как жить. Давайте заниматься внутренними проблемами, в первую очередь медициной. Чтобы у нас и были лекарства, чтобы разрешали и западные покупать лекарства. Вот сейчас в средствах массовой информации идет кампания, чтобы разрешить те лекарства, которые у нас пока не входят в перечень. А на Западе ими люди лечатся. А здесь нет таких лекарств, которые помогали бы. И вот там мать больного ребенка получила по почте лекарство, а ей хотят впаять 3 года тюрьмы за то, что она там получила это лекарство. Ну, ни в какие ворота не лезет. Поэтому то, что вы сказали, конечно, правильно. Не столько важна статистика, ей надо меньше заниматься, потому что там, где статистика, там очковтирательство, как вы правильно говорите, вместо 12 месяцев дают отчет за 10 месяцев, подгоняют проценты. Никому это не надо. Хочу дополнить по поводу лекарств, что вот прокуратура в 2 районах выявила нарушение. В Краснослободском аптеке лекарства в аптеке хранились, вот температурный режим нарушался, и ассортимент был недостаточный для вот тех, кто живет в Краснослободске. А в Дубенской больнице грубые нарушения при организации обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами. То есть это тоже один из факторов, влияющих на качество жизни, на уровень здоровья. Ну вот вы как раз сказали про то, что прокуратура расследовала в Дубенском районе, а это можно смело интерполировать на любой район и на город Саранск. Потому что я иду в поликлинику, и я вижу там и разговоры в коридорах, то есть люди, которым положены льготные, получают в лучшем случае половину только от этого. Следующий фактор – это качество водных объектов. Мы не раз уже с вами касались этой темы, но я вот тут хочу похвалить реакцию власти. Мне кажется, надо это хвалить тоже, не только критиковать. Вот у нас массовая гибель рыбы произошла 6 июня. Запах. Саранск-горводоканал отказывался, открещивался, но все-таки доказали, что именно прорыв канализационного коллектора, за который он ответственен, виноват в том, что вот в такое состояние столько рыбы умерло. Потом Саранск-горводоканал, к нему Роспотребнадзор претензии предъявил по поводу того, что 1000 жалоб на ржавую воду, хоть вы и говорите, что ржавчина не сильно вредна, но все равно неприятно. Вот тоже они вначале убедили их в том, что они нарушают. И это уже последней каплей стало, и руководитель Саранск-горводоканала уволили. Сергей Иванович Шумилкин, он до этого был замом, стал главным гендиректором, и теперь вместо него Юрий Николаевич Шохин, бывший зам главы администрации. А саму реку Саранку расчистили, воду обновили, новый Мальков запустили. Петр Николаевич Тултаев еще сказал найти все трубы, которые выбросы в Саранку, и забетонировать. И вроде бы забетонировали. Ну и правильно. Правильно, молодцы. Дальше. Вот у нас была новость, что около предприятия Тепличное, водоем, рыба тоже умерла. Взяли пробы, вот в начале июня результат сообщили. Действительно пестициды. Действительно землю выбрасывали химикаты и, видимо, мыли в воде или собирали оттуда. Попали пестициды. Водоем, рыба подохла. Дальше. То есть, как реакция властей, правильно. Дальше арбитражный суд в Мордовии. У нас была новость, что во время поминок 26 человек было отравлено. Выяснила палочка кишечной сальмонеллы. Нашли магазин. Он принадлежит птицефабрике «Октябрьская». Взяли пробы из другого магазина в Октябрьской, в Саранске. И в Саранске тоже. И там обнаружили действительно кишечную палочку. Оштрафовали на 350 000 рублей. Дальше. Сергей Борисович Бахмустов вот говорит в программе, что в советское время старожилы говорят, что Саранка вообще не замерзала из-за вот всей таблицы Менделеева. И последнее, что министр лесного хозяйства Мордовии Юрий Васильевич Медянкин говорит, что до 2024 года очистит реку Мокша. И еще новость, что в Чамлинке начнется строительство водозабора. Каково у нас состояние водных объектов? Еще раз напомните. Ну, я начну с другой интересной позиции. Мне очень понравилось то, что приезжая комиссия из прокуратуры в составе 13, по-моему, человек, они в том числе выехали на Инорку.
Инорка – это замечательное озеро, это, можно сказать, как Байкал для России, так и Инорка для Мордовии. Я там неоднократно бывал, очень хорошее место для отдыха, сосновый бор, и вода чистая. Но, к сожалению, многие, нарушая все законы в нашей Российской Федерации, там застроили все берега, и мало этого, там загородили проход, и к воде там не во всех местах можно подойти, что является нарушением. Ну вот ждем как раз реакции этой комиссии, которая сейчас составляет справку, она должна ее опубликовать, и я буду уверен, что будет там раздел по Инорке, и будут приняты меры, и разгородят. Там у Ламзури пол Инорки отгорожено, так что не пройти к воде. Это совершенно неправильно. Надо вопросы решать. Что касается здесь рыбы, ну правильно, в свое время Саранка это была сточная канава Саранска. Ведь у нас не было канализации как таковой. А когда сделали канализацию, то надо, естественно, все нечистоты в канализацию спускать, а реку сделать чистой. Потому что начало она берет из лесу, там родник есть, и чтобы она была чистая. И очень хорошо, что около парка сделали запруду, здесь можно и на лодках покататься, и рыбаки с удочкой посидят, это очень хорошо. Поэтому надо за этим следить. Ну и виновных, естественно, надо наказывать. Что касается ржавчины, ну я не уверен, что пришел новый начальник горводоканала, и вода завтра будет не ржавая. Это надо многие сотни миллионов рублей для того, чтобы поменять все трубы, по которым течет холодная вода, ведь ржавчина идет от того, что окисляются стальные чугунные трубы, и если их сделать все полиэтиленовыми, как в последнее время прокладывают по городу Саранску, тогда, естественно, ржавчины будет меньше, а если их сделать на 100% без металла, то ржавчины вообще не будет. К этому надо стараться. Поэтому, что касается вот водяных дел, то здесь непочатый край работы, работать надо. Но поскольку бюджет города не резиновый, поэтому сколько там средств будет выделено, я не знаю. Но в этом направлении надо работать. Но мне радостно посмотреть со строительством стадиона Мордовия-Арена. Там рядом сделали и зону отдыха, и речку почистили, там и Тавлу, вода чистая туда идет, так что это все хорошо. Дальше. Запрещенные лекарства и химические средства. Итак, значит, у нас чемпионат мира 2013 года был. Там победили два бегуна из Мордовии. Анисия Кердяпкина и Елена Лашманова. В июне этого года Парижский уголовный суд начал разбирательство по поводу экс-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Обвиняют, что он скрывал допинг-пробы. Значит, сомнения по поводу чистоты, в том числе побед российских и в том числе и наших. Дальше. В ноябре 2015 года Григорий Михайлович Родченков и его зам убежали в США. Они в январе 2016 года убежали и весной дали признательные показания, что они умышленно уничтожали пробы с целью сокрытия применения допинга спортсменами из России. И мне кажется, они потому дали признательные показания, что 3 и 14 февраля были отравлены два руководителя российского антидопингового агентства. И, видимо, чтобы всех не отравили, они решили подстраховаться. А 15 июня этого года, 15 июня, замгендиректора РУСАДА, уже новая, Маргарита Андреевна Пахноцкая, сообщила журналистам, что весной 2018 года международные эксперты говорили, что мордовские спортсмены скрываются от того, что их можно проверить на допинг. И она звонила в Мордовию и говорила: вы выйдете в холл, чтобы вас проверяли. А бывший министр спорта Мордовии Киреев, который 15 лет был министром, он ей говорит: ты что, не помнишь, как закончили предыдущие руководители РУСАДА? Она говорит: телефон записывается. В смысле, вы что мне говорите? Он потом принес извинения, после того, как с ним поговорил руководитель РУСАДА. И вот я хочу сказать, что если у нас разрешены вот запрещенные средства для того, чтобы побеждать в Олимпиадах, то есть для развлечения, для того, чтобы убивать врагов
тех, кого спецслужбы говорили убивать, почему у нас запрещены обезболивающие для тысяч людей, которые кончают с собой онкобольных, потому что там генералы ФСБ, генералы МВД, армии вешаются, стреляются, потому что они не могут вносить боль, потому что в России запрещены некоторые обезболивающие, которые разрешены за рубежом. Почему у нас вот такой вот абсурд в стране? Я тут немного могу прокомментировать. Я полагаю, что ни одного генерала ФСБ нет застреленного из-за боли. Я думаю, генерал ФСБ себе найдет обезболивающее. Ну, может, ему исключение. Вот, да, а Слава вот Богу, рядовой, конечно, может и повеситься, и все что угодно, поскольку боль такую вытерпеть невозможно. Я думаю, в этом плане Западная Европа, она правильно поступает. И если даже в Нидерландах разрешены легкие наркотики, ну, с другой стороны, человек сам творец своего счастья, как говорят. Если он враг своему здоровью, да на здоровье. Ведь мы не запрещаем водку. Водка ведь тоже вредна организму. И тоже обезболивающее. Обезболивающее. Поэтому Раньше операции делали на водке. тот, кто много пьет, может опиться и умереть. Так и здесь. Кто потребляет много, может также умереть. А какому больному это необходимо, тому просто надо, если это поставить через медицинские органы, то есть через поликлиники, надо выписывать таким больным людям это лекарство, чтобы они могли принимать. Что касается допинга, ну, я сам в спорте не последний человек, в свое время был чемпионом республики по волейболу, никогда не принимал никаких запрещенных препаратов и считаю, что этого делать не надо, даже ради медали и все прочее. То, что у нас многие известные спортсмены на этом попались, ну, это их выбор. Я думаю, что нет таких спортсменов, которые случайно принимали. Они знали, если им там давал тренер то или иное лекарство для поддержания духа и силы. Ну, это все на совести этого тандема, спортсмен-тренер. Как тут вопросы решать? Я думаю, что эти все вопросы надо именно решать в независимом международном суде. В нашем суде тут решать это невозможно, потому что решение будет принято то, которое выгодно нашему государству, а не истине. Поэтому я думаю, что здесь надо разбираться, надо принимать все международные правила для того, чтобы наши спортсмены могли состязаться. А есть такие спортсмены, которые могут и без допинга побеждать. Вот, например, обидно, что такие спортсмены, как Шубенков, который бежит 110 метров с барьерами лучше всех в мире, он не может принимать несколько лет участия в соревнованиях. Вот. Поэтому надо здесь, и правильно сейчас наша страна пошла на обновление кадров, которые работают в РУСАДА, и контроль за допингом должен быть. Если положено любому спортсмену сообщать, что я вот, например, завтра буду в таком-то месте, а не в Саранске, чтобы его могли найти, провести, взять у него пробу. Никуда от этого не деться. Поэтому так и надо поступать. А что касается, я говорю, виновных лиц, ну, их и жизнь накажет, и медали у них поотнимали. Ну, для бюджета, я думаю, можно и деньги из бюджета взять, вернуть нормально, если эта медаль завоевана нечестным путем. Ну, это решать властям, правительству и президенту нашей страны. Следующий фактор – это качество оборудования и специальных медицинских учреждений у нас в Мордовии. Называется онкодиспансер и скорая медицинская помощь. 14 июня Владимир Дмитриевич Волков сообщил, что в 2021 году новое здание поликлиники онкодиспансера появится. Кроме того, на 1 миллиард будет переоснащение уже действующего комплекса онкодиспансера, и будут созданы 4 первичных центра амбулаторной онкологической помощи в 2 районах и в Саранске, и клиническая больница еще республиканская. Дальше. Вот скорая медицинская помощь у нас в Саранске. Коллектив около 500 человек, 32 бригады, 39 автомобилей. Ну вот, как вы оцениваете вообще учреждение? Я полагаю, мы уже говорили как раз об онкодиспансере. Все это хорошо, и я его буквально 3 дня назад видел. Он уже стоит, и рамы пластиковые уже есть, окна вставлены.
Дальше будут отделывать, запускать, все это хорошо. Вопрос надо заранее предусмотреть, чтобы наполнить его не только оборудованием, но и врачами. А скорая? Часто как бывает ведь, что у нас есть оборудование, но некому на нем работать. А врачей не хватает у нас, поэтому такие у нас и очереди. Надо продумать здесь и зарплаты заинтересовать каким-то образом. Что касается скорой, это проблема и боль самое главное, потому что человеку надо оказывать всегда скорую медицинскую помощь, а уже дальше лечить. И вот то, что в последнее время там выдают им автомобили новые, это очень хорошо. А то, что бригад не хватает, ну это еще раз подчеркивает то, что денег в бюджете на здравоохранение меньше, чем на военный бюджет идет. Поэтому я думаю, здесь надо депутатам поработать и перераспределять это бюджетные деньги, чтобы увеличивать деньги на здравоохранение. Дальше. Я считаю, вот фактор, влияющих на такую высокую заболеваемость и в Мордовии онкологическими заболеваниями, это то, что нет гражданского общества и граждан, по сути, очень мало. Вот таких, как вы, и тех, которые десятилетия посвящают себя защите прав людей, отстаиванию их интересов, раскрытию важной информации, общественно значимой. Ну, я полагаю, что любая активность моя, она не сильно повлияет на то, чтобы онкологических заболеваний было меньше. А активность десятков тысяч людей повлияет? Тоже слабо. Здесь повлияет единственное увеличение бюджета здравоохранения. Ну, я вот что имел в виду, я не договорил, что если бы нас... Мне кажется, вот что должен человек делать. Он должен предлагать кандидатуры на занятие руководящих должностей. Вот я предложу свою, а вы, может быть, какую-то свою предложите, или в целом скажете, правильно ли это? Правильно вы говорите. Я более того, я сторонник, чтобы честные выборы были снизу доверха. Чтобы любое замещение вакантной должности, там, преподавателя, профессора или какого-то главврача, оно должно проходить на конкурсной основе. Я вам могу привести пример. 28 лет назад, когда я был избран президентом, мы проводили на конкурсной основе назначение и министра здравоохранения, и министра культуры, то есть вы неформально проводили? Образования. Так-то формально у нас сейчас везде все конкурсно. Да А вы нет, именно проводили у нас реально? и формального конкурса. Ну, и на документах, неформально. в документах Да нету. прописывают, что это. Нету. Например, на пост министра конкурс никогда не проводился спустя А у вас был, да? 28 лет. Конечно. Это круто. То есть, мало того, народ, который у власти, он не хочет отдавать власти. Вот вы видите это, что не хочет допускать альтернативных кандидатур на выборы в Мосгордуму. Ну чего проще? Ну всех желающих ты зарегистрируй, и пусть народ определится. Ни одного из одного избирать, как у нас было хорошо. В 90-м году наш мордовский парламент на 2/3 избирался один из одного. Это неправильно. А вот Украину здесь можно поставить в пример. Там на пост президента баллотируются там десятки человек. И на здоровье. Они выбрали одного, который сейчас будет работать. Так и у нас должно быть в любом направлении. В том числе, может быть, и выборы главврача. Если его не выбирать всенародно, то хотя бы медицинской общественностью или хотя бы тем же Минздравом, но создать комиссию, в которую вошли бы известные доктора, там пару десятков человек, они бы, естественно, избрали любого главврача, компетентного и разумного, который бы в этом направлении хорошо поработал. Вот я предложу, вдруг вы его знаете, какие-то слова скажете о нем. Есть такой председатель Республиканского научно-практического общества хирургов Республики Мордовия, заведующий кафедрой факультетской хирургии Мединститута Мордовского университета, доктор меднаук, врач-хирург высшей категории, создатель. Вот мне что особенно удивило, что среди нас живет такой человек. Потом мы будем ставить памятники ему, называть его улицы, поселки его, а сейчас мы как будто бы не замечаем. Он создатель самой многочисленной научной школы за всю историю Мордовии. У него из учеников, которые его аспиранты, докторанты, около 200 докторов и кандидатов медицинских наук. Алексей Петрович Власов. Вот я его предлагаю.
Ну и молодец. Вот когда будешь президентом, тогда и назначишь. Понятно. Следующий фактор – это опасное производство. Василий, сейчас помучитесь. Послушайте, 1 октября 2015 года Евгений Тимофеевич Макаров, Управление Росприроднадзора, сообщил, что за 25 лет улучшилось. Раньше крупные предприятия были сосредоточены практически в центре города. Вы все знаете, я для зрителей. Их производства были настолько вредными, что при проведении биохимических исследований в волосах и костях рабочих находили ртуть. Основными загрязняющими производствами он называет Евроцемент, Лисма, ТКК-6. Кроме того, выбросы газов от автотранспорта, там 100 химических соединений. Дальше, на сайте MH Life нашел информацию, что в Мордовии находится один радиационно опасный объект. Саранский филиал НИИ технической физики и автоматизации. Не знаете такой? Я там работал. Работали. Да. Что, действительно, Всё радиацию? Все там нормально. Там источники очень слабые, они никуда не распространяются. Ну, значит, с этим у нас в Мордовии повезло. Дальше, 4 октября, Светлана Евгеньевна Хлевина, гидромед, сообщила, что в 2017 году был выброс в Саранске тория, радиоактивный металл, в 12 раз превысил норму, фон. И это, видимо, был какой-то разовый эксперимент, потому что в соседних регионах торий нигде не выделялся, не был зафиксирован. Дальше, биохимик, руководители Дмитрий Николаевич Земсков в 2018 году говорит: будем возобновлять выпуск отечественных оригинальных медикаментов. У нас готовим к регистрации 10 лекарственных средств. Главный инженер-биохимик потом говорит, что фильтрация вредных выбросов у них наладилась. Потом начальник отдела по охране труда Нина Лашманова говорит, что у них мониторинг за всем, за качеством воды. И теперь система двухфазового вентилирования, очистки воздуха успокаивает нас. С Волковым встретилась руководство биохимика. Говорят, что мы новое производство запускаем в этом году. 11 новых наименований лекарственных препаратов, 3 вида фармацевтических субстанций. А всего в ассортименте сейчас запускают 5 цехов новых биохимик. Более 100 наименований препаратов. Разработка и освоение еще 150 новых. Наращивает объем производства. Дальше. Рузаевский стекольный завод 9 июня запускает первую производственную линию. 2 года простой был, теперь ежегодно будут 310 миллионов стеклотары. Не знаю, насколько чистое производство, в кавычках. Дальше. Волков открыл выпуск железнодорожных вагонов в Русхимаш в Саранске. Тоже как-то насчет безопасности воздуха. В 2015 году столица сообщил, у нас в Мордовии несколько тысяч человек официально имеют статус работника вредного производства. Хроническая ртутная интоксикация. В ртутном цехе номер 8 работали. Это 70% общероссийского выпуска источников света. 4500 килограмм ртути там ежегодно. 58% от всей страны. 800 килограмм терялось ежегодно. 80 килограмм уходил в атмосферу. 180 килограмм в сточные воды. Ну, одна из работниц Лисма вспоминает, какая антисанитария. Ртуть текла просто по полу, в линолеум затекла. Люди дышали, превращались, в общем, молодые девушки в старух от того, какое качество там. Последний день работы был в 2017 году. Потом Лисма Игорь Викторович Константинов в июне 2019 говорит: новые инвестиционные проекты запускаем. Будем дефицит стекольной продукции восполнять. Лисма до сих пор остается крупнейшим производителем в России и СНГ. Оптиковолоконные системы тоже говорят: мы будем изготавливать оптическое волокно и увеличивать. И будем с российскими химическими заводами сотрудничать, заменять импортозамещение. Несмотря на то, что качество и очистка сырья хуже, в Темниковском заводе новый асфальтобетоновый завод. Хуже будет, как у нас, Василий Все, Ильич? о чем вы сказали, это жизнь. Паникую я. Естественно, для того, чтобы было все чисто, надо убить всех людей, тогда некому будет загрязнять атмосферу и воду. Ну, а если Ну, за серьезно пределами города говорить, хотя бы. Это же в центр городов ставят производство. еще в 90-м году, при перестройке в конце 80-х, мы, вот, активисты демократической России, поднимали этот вопрос и, слава богу, добились. То, что, например, перенесли из центра города ртутный цех, а в конце концов сейчас производство сворачивается вообще ртутных ламп, и теперь будет вместо ртути там другие компоненты, менее вредные, это хорошо. Угу. То, что мучились многие жители Саранска от запаха, не говоря уже о реальном вреде, который приносил завод медпрепаратов,
Запах был невыносимый, когда ветер дует в сторону города. И то, что сейчас сделали, надо порадоваться и за нас, за жителей, и порадоваться за нашу власть, которая сумела найти тех инвесторов, которые вложили деньги в создание очистных сооружений на биохимики. И то, что они там расширяют производство, надо за них порадоваться. Я просто восторгаюсь теми победами, которые есть у биохимика. Так держать. То, что от автомобильного транспорта, от выхлопных газов очень большие загрязнения в городе, это не только в Саранске, это везде. Но хорошо, хоть город Саранск расположен на холмах и ветром продувается, поэтому это может быть не столь опасно. И хорошо объездные дороги сейчас сделали, Да, вот уменьшило, выхлоп уменьшили. уменьшили. Вот эти инвестиции Грузового транспорта. при создании спортивной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года, плюс вот создание этих дорог, оно положительно повлияет на все. И поэтому у меня особой тревоги сейчас нет, так держать. Мордовия идет в этом правильном направлении. А на раковые заболевания-то влияли все эти десятилетия ртутного и во-первых, очень пенициллина? трудно. Но ртуть, она вообще очень опасная сама по себе. И вы правильно сказали, то, что там творилось, это безобразие. Когда в цеху прям была разлитая открытая ртуть. Лужи смерти Я говорю, вызывали. хорошо, что сейчас уже этого нет. Те люди, которые остались живы, надо приложить все усилия для того, чтобы их лечить и продлить им жизнь как можно дольше. Ну вот какая тревога. Ну, более-менее независимые СМИ, я думаю, какие они могут быть при нашем обществе, и при том, какое общество Мордовии финансирует СМИ, мне кажется, они у нас Никто у нас не финансирует, поэтому я хочу здесь заступиться за наши СМИ. В нашем Саранске газеты, они довольно независимы. Да, я тоже они так думаю. Пишут разные точки зрения, и я здесь полностью их одобряю. То, что телевидение, например, там подконтрольно все властям, так это во всей стране. Поэтому тут нам ничего Но все равно не хорошо, делать. что у нас их 3 в Мордовии телевидения, хоть они все равно какое-то между ними мы можем смотреть разницу. Ничего мы не можем. Но чуть-чуть есть у Да них. ничего нет у нас. Кто там Меркушкина защищает, кто про и то пусть правительство на здоровье. критикует, и мы можем уже как-то хорошо, когда конкуренция. Но я хочу вот что сказать. Где Да. вы видели, на каком телевидении, чтобы критиковали правительство? Телесеть Мордовия критикуют часто. Мне кажется. Еще 2 раза Министров покритикуют часто. они, и у них неоткуда будет сигнал посылать. Но тем не менее критикуют. Но я вот что хочу сказать, что в условиях, когда у нас нет в Мордовии, вот чего нет-то точно, в Мордовии парламента, то есть вот как институт парламента, который нужен обществу. А его У нас нигде нет, не только в Мордовии. Его и нет в России нет. Да, в тоже России нет. Вот Потому что я уже неоднократно говорил, вот по этому поводу я могу хорошо прокомментировать. Для того, чтобы не было застоя, а мы пришли в тот застой, в котором мы были при Брежневе, нам необходимо развиваться. Для того, чтобы развиваться, нам необходима демократия. Только демократия – это путь к развитию. А демократия основана на свободном волеизъявлении народа, на выборах. Поэтому срочно необходимо менять коренным образом закон о выборах, разрешить регистрацию всех кандидатов в депутаты, всех видов выбора парламента, президента, там, глав регионов и так далее, любой официально зарегистрированной в России партии без сбора подписей и без денежного залога. Вот это самое главное. Пока этого не будет, в России будет бардак, который мы сейчас наблюдаем. Когда неугодных кандидатов не регистрируют, когда эти неугодные кандидаты идут в наш самый справедливый суд, и наш самый справедливый суд им отказывает, невзирая на то, что они приводят конкретного человека, который говорит: я подпись ставил за этого кандидата, а ее забраковали. Поэтому ничего у нас не изменится, пока не изменится закон о выборах. Для того, чтобы этот закон о выборах изменился, для этого надо бороться и партиям, и правозащитникам, и вообще всей общественности. Еще раз подчеркиваю,
Как только появится на выборах альтернатива, тогда у нас будет работать демократия. И тогда у нас не будет застоя, будет развиваться и экономика, и социальные проблемы многие будут решаться, и все будет хорошо. Но мне не удалось сформулировать свою тревогу, но сейчас на 5 секунд прервемся и продолжим во второй части. Хорошо.